Испытано на себе. Друзья, привет с хребта Удакан. Любишь кататься? Люби саночки возить. Именно эта поговорка как никогда подходит для нашего приключения. Мы много слышали про бабовский зимник, и вот пришло время испытать на себе этот знаменитый маршрут. Но наша задача усложнилась тем, что мы попробуем пройти этот зимник на автомобиле с прицепом, груженным снегоходами, так как финальной точкой нашего приключения будет хребет Удакан, покорить который мы и хотим. Это приключение мы разделим с моим другом по экстриму и снегоходному спорту Александром Федоровым. Пункт назначения – поселок Хани, что стоит на самом юго-западном рубеже республики. Общая протяженность маршрута от Нерюнгри 715 километров, 500 из которых по зимнику. Ну что, погнали! Давай. Поехали! У нас надувная палатка, у нас деска. Нормально, Серега, нормально. Вот здесь все заканчивается. Испытано на себе. Ну что, наши приключения продолжаются, вернее, только начинаются. Мы на границе с Республикой Саха-Якутия. Наливаем чай с чабрецом, с кавказскими травами и с крымскими тоже. Самый полезный чай. Дорога нормально? Отлично. Вот сегодня мы выехали, время в пути у нас 3,5 часа. Сейчас мы едем до ближайшей кафушки, будем кушать, проголодались. Звездные войны. Все-таки у правого руля есть плюс. Серега, а знаешь, как у правого руля есть плюс? Ну, догадываюсь, много. Ну-ка, скажи ты. Ну, ты скажи, какой это твой главный момент? Главный плюс правого руля у японского автопрома. Оператор слева сидит, снимает. Тоже плюс. А мне кажется, знаешь, что самый главный плюс? С девчонками легче знакомиться. Да, подъехал и спросил. Самое главное, чтобы было качество снега. Вот это мне больше всего есть какое-то переживание, да, чтобы снег Глубина, был хороший, да. насыщенность снега. Сегодня хорошо нам снежок так пошел, да, дорогу прям, Чем настроение поднял. Сейчас вот едем, смотрю, уже как бы присыпано, пухлячок-то есть, это нормально. Неужели у нас встречка? Ура! Пробка, За два часа пробка. Первый раз пробочка. Так, а мы можем... Чем дальше начинаются уже более-менее сложнее участки. Тут уже забудьте про посыпанные. Тун-тун-тун. У нас надувная палатка, у нас деска, у нас паяльная лампа, у нас плита газовая, у нас продуктов там пол багажника, так что мы даже если захотим здесь остановиться обособленно, можем неделю здесь прожить. Тушенка, мошонка, тушенка, мошонка, все есть. Ну, конечно, самое главное — это валенки в дороге. Ничего лучше нету валенок. Валенки, да, валенки, да не подшиты старенькие. Валенки, да валенки, да не подшиты старенькие. Отличная песенка. Ну, нифига поворотик какой резкий. Поворотик-то да. А уже и гладко. Машина уже пошла под нагрузкой. Снежочек прошел. Картинка красивенькая.
Сейчас глубокая ночь, мы заехали в какой-то поселок, опять, видать, что-то сбились с маршрута. Но мы знаем одно, здесь смотрят телевидение. Но сейчас будем смотреть нашу GPS-ку, что-то мы, походу, не туда заехали. Надо как-то объезжать эти поселки. Северные дороги, тем более зимник, это всегда экстрим. Вот попадаются вот такие экземпляры. Человек, видать, не мог подняться. Здесь подъем крутой. И пришлось спуститься сюда, и вот забросили. Отсюда эвакуация уже. Только ждать трактор, только ждать весну. Еще одно дополнение к тому, вернее, еще одно доказательство тому, что дорога очень экстремальная. Так что будем аккуратно. У нас прицеп. До этого мы прицеп таскали на додже. Додж тяжелый, поэтому он удержит. Для него он даже не чувствует его. А сюрф он немножко легче, поэтому тормозной путь немножко сложнее с прицепом идти, но... Вот, ребята, бам. Приветствую! Первый подъем. Куда не поднялись мы. Давай, давай, давай. Поперли. О, нормуль. Давай, 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 давай. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Второй раз. С прицепиком. Давай, поехали. Во, ровненько, ровненько, Серега, давай, поехали. Там прицеп не заденешь. Давай, 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 давай. Давай, 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 Серега, Серега, давай, давай, давай. Газу, газу, газу. У-у-у. Ёперный дыр-дыр. С открытым люком. Давай, 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 давай. И налево сейчас. Ну что, дай 5, Серега. Все, давай. Нормуль. Выспались. Вот так, ребята, даются нам вот эти пути. Не спите, это о чем говорится. Экстрим. Да. Это первый этап нашей экспедиции. Автопробег. Я, кстати, спал, но уже взбодрился. Тот редкий момент, когда поезд быстрее машины. Вот здесь все заканчивается летом дорога. Тут проходит только мост. Тында, Северобайкальск. Сейчас мы проезжаем по длинной дороге через реку Алёкма. А не, он просто стал. Они что-то возят.
Да. Не поднимется, да? Оп! Давай, 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 давай. А как толкнем? Правее пусть возьмет. Вот ему подскажу правее. Да, правее возьмите. Во, руль вправо. Подсказать, во. Давай! Поехал! Поехали! Вот так вы проделали путь. Ну все, удачи. Что, вас может тоже толкнуть? Не. Не надо? Ладненько, давайте. Нормально, Серега, нормально. Вот так у нас обстоят дела. Мы разгрузили прицеп в надежде его запрокинуть на бок, чтобы у нас был доступ к этой оси, чтобы мы могли предпринять какую-то попытку реанимировать. Так вот, конечно. Ох ты, какие он надломил-то. История, конечно, неприятная, но жизненная. Будем делать. Что-то будем делать. Вот. Хорошо, у нас есть лягушка. Какую длину-то выбрать, а? У нас есть лягушка, которую мы зацепили за дерево и пытаемся его повернуть с помощью нее. Но проблема, угол слишком маленький, и у нас его стаскивает. Поэтому Саня пошел рубить дерево, чтобы упереть дерево в бруствер и попробовать его перевернуть. Такие вот пироги у нас. Вот, скорее всего, был здесь удар. Вот сюда удар. Оторвало крепление. Ось загнуло. Че амортизаторы загнуло? Тот и этот. Теперь будем что-нибудь выдумывать. Мотать, наматывать. На ус. Да. Наваривать, наклеивать, намазывать. Скотчем. Намазывать. Сможет скотчем? Намазывать. В нашем случае, да. Вот фиг его знает как. Я предлагаю еще немножко поддавить ее. Чтобы вот это вот ухо у нас сюда зашло. Потом мы отсюда снизу подомкратим. Чтобы хоть какой-то зацеп был до трубы. А потом уже будем обвязывать его. И я думаю, что километров 70 мы на нем выйдем до ближайшей сварки.
Недолго мы таким макаром проехали. У нас ось, мало того, что была погнута и сорвана с петель, она поломалась пополам. И мы приняли единственное верное решение. Так как у нас прицеп двухосный, мы просто открутили одну ось вообще. Одели валенки. И на одну, да, Сашка одел валенки, чтобы ноги не мерзли. Вот, и на одной оси сейчас будем двигаться. Как бы методом проб и ошибок, но тем не менее мы вышли на нужный результат, да? Да. И добавили скорости. И все, едем и думаю, а туда ли мы вообще едем? Прицепик зарылся у нас, зацепился, бровку поймал. Вон там дорога, и туда еще подъем идет. Капец, блин. И сколько мы их уже прошли? Двигаемся в среднем 10 километров в час. Сейчас ехали и слушали песенку «А ты такой мужчина с бородой». Но теперь мы слушаем песенку «А ты такой мужчина с лопатой». Сережка, ты много накопал? Михал! Ох, блин! Ночной снег нам дает коксу, блин, друзья. Пошли на перевал, а тут снега много-много-много. И вот нас прицеп не тянет. Первые наши копания. Это Да. после того, как мы уже ось убрали одну. Кстати, вот мы сейчас едем с одним колесом. Одна ось, у нас два колеса всего. И смотрите, как мы хорошо сзади кому-то расчищаем дорожку. Получается, мы делаем двойную работу. Едем и прочищаем, как совком идем. С совочком. Серега, пошел! Настраивается. Настраивается. Серый, колесо ровно сделай колесо. Во, вот так, да. Вот так, давай. Давай, пошел. Газу, давай. О, нифига красавчик. Так. Придется толкать мне, наверное, сейчас. Не. Давай. Все, хватит. Раз, два. Давай, еще чуть-чуть. Раз, два. Раз, два. Опа! Есть. Так, нормально. О, так ты за веревку тащи. За веревку, да, и потащим. Тихо. Раз, два, три. Опа! Еще давай. Опа! Есть. Оба, Нань. Надо, чтобы нам уйти туда по-любому. Чуть-чуть, давай еще один разок. Вот прям до этого, и самый тут, ты, во-первых, тут на Насте стоишь хорошо. И пошел. Там, видишь, бровка уже цепляем опять. Давай еще разок. Главное, что система-то работает. Да, вообще классная тема. Давай. Раз, два. Опа! А он уже что-то, в принципе, не сильно тянется, да? Ну-ка, давай. Тихо, у меня на ноге стоит. Опа! А может и так вот? Ну-ка, давай-ка так. Давай. Опа! Раз, два. Опа! Подожди. Давай. Давай, поднимай. Раз, два. Опа! Раз. Опа! Еще разок, давай. Давай. Раз, два, три. Опа! Есть. О, Стя. фу. Развернули мы прицеп, как нам надо. Плутанули мы в дебрях Амурской области бамовскими ветками
Ночью Сломались, плутанули. Я так думаю, на суточке где-то мы задержались. Примерно на суточке. думали, это дорога, короткий путь. Вывела нас вот на такой вот кордончик небольшой. Ну, обустроено все. Это мы распаковались, застряли с прицепом и решили не на машине ехать, а сначала пробить дорогу, разведку произвести на снегоходах. И, в принципе, правильно сделали. Иначе мы сюда прорвались бы, потом поняли, что это просто пипец. В данной ситуации было непонятно. Вчера ушел большой снегопад. Очень много было снега. Поэтому либо налево, либо направо были везде одинаковые дороги. Но все равно ехали, что-то чувствовали, по-моему, куда-то идем не туда. В итоге, как оказалось. Кстати, сколько времени, Серега? Примерно часа 3 уже есть, да? Да. 3 дня. А мы только проехали километров 7. Прорвались. Ну Ну ладно, всё. поедем обратно. Грузимся, разворачиваемся. Там дороги нету. Ну, нету. Сейчас нам куда, на железку выходить, да? Да, да, Мы не да. туда попали. Накатались. Вторые сутки нашей дороги. Вот в поселке Чильчи нас приютили в пожарной части. Варим крепление под подкоп и упаковываемся опять. 5-й раз. После вчерашних покатушек. Заехали вчера. Мы к вам заехали на час, оказалось на сутки. Так, с одной стороны зажал лаборит, потом вторую сторону затянул, сжал. Он ровно будет одна полоса, а потом также вторую в часах, и будет самый толк. Благодаря ребятам из пожарной службы Чильчи мы починились. Счастливо. Все, Саш, спасибо. Спасибо большое. Да как, для истории. Для истории. Спасибо большое. Ладно, давайте счастливо. Если что там, ларка, лова, Что, друзья, сейчас у нас отметка 1200 метров. Поднимаемся мы в гору. Мы еще на машине едем. Ёлки-палки, друзья, это просто что-то, блин, даже не верится. Это мы еще снегохода не достали, а уже эмоции переполняют. Ух, картинка, вот. Люди платят такие деньги, чтобы попасть в Канаду, на Аляску. Зачем? Вот оно рядом. Ха! Подготовка. Сейчас одеваемся, экипируемся, разгружаемся и в путь. Испытано на себе. Вот в такое вот русло ручья, либо речки горной угодил наш Поларис. Сейчас будет. Санька имеет опыт у нас езды по водохранилищу, поэтому езда по воде его не пугает, да? Ребята, заметьте, тут вода холоднее намного. И не в том ракурсе он стоит. Абсолютно не в том ракурсе. А сейчас думаю, как же сделать-то, а? Снесло меня, ребята, видите, какой. Дорогой вообще не читается, не видится, летел. Хотели сегодня штурмануть вверх, но там ничего не видно, идет снег. Но это хорошо, потому что снег этот хороший, крупный, пушистый. Значит, сверху уже будет еще пухлячок. Так что мы сегодня решили просто вкатиться, еще раз потренироваться, попрыгать. Очень сложно ввиду того, что
снег, видимость плохая и дорога не читается. Не видно, где трамплины, где бугорки. Отправился на поиски Александра. Куда-то он поехал этой стороной, и долго его не слышно было, не видно. Думал, помочь это закопаться. Пошел на маневр, что-то газ сбросил, и сейчас буду копать. Что делать, когда техника вот так вот застряла? Самое главное не унывать. Одеваем капюшон. Нам нужно сейчас ее перевернуть сюда. Поэтому будем оттаптывать вот это место. Ох, снег какой хороший, а. Ох, уже тут, видимо, просто ручей. Под низом вода. Главное, чтобы у нас сейчас не прихватило. Сейчас здесь протопчем. Попытаюсь его вот так вот на себя, на мою сторону навалить. Перевеситься сюда, дать газу и вот так выйти. Вот. Посмотрим, насколько это получится. Опа. Вот где дыхалочка-то работает, а. Ну что, друзья, подкопав с той стороны, вернее, протоптав ногами, мне удалось его завалить на левую сторону. Вот. Видите, зачем я это сделал? Чтобы высвободить гуску. Уже заплетается язык. Устал. Вот. Теперь нужно под нее натолкать снега и попытаться ее перевернуть обратно. Вот. У него будет зацеп. И я думаю, если я не буду на него залазить, а просто одного пустой снегоход, мне все-таки удастся вытолкнуть его на этот бугорок. Фу. Уже лучше. Но уже лучше, друзья. Я хотя бы забрался наверх. Сейчас на него сяду. И хай-хай-хай! От меня уехал снегоход, а Серега зарылся в кустах, в соснах или в сладике. А там медведь спит, надо валить Да. отсюда. В общем, мы устали и хотим сегодня покорять гору. И поедем мы сейчас вон туда. И все. Поехали прямо. Вот по надуву иди не по ущелью, а прям сюда, на это заскакивай на бугор и пошел по нему. Мы забрались на такой офигенный надув. Вот. Находимся в ущелье. Одну вершину мы покорили. Можем уйти дальше на третью, вот этот наст. Но этот наст чем опасен? Он может сорвать лавину.
Если пойдет лавина, то это ущелье прям все засыпет. Нам тут будет очень опасно. Но тем не менее, вот как и в принципе и предполагалось, перевал есть перевал. До обеда был снег, метель, сами видели. Мы поднялись еще выше. Здесь уже вот облака идут. Более-менее солнышко. Но что-то опять там идет непогода. Опять пошел очередной циклон. Поэтому мы думаем, все-таки лучше пока спускаться, наверное. Если затянем, попадем в метель здесь, на вершине, то будет очень плохо. Обратная дорога не будет читаться, там очень много нюансов. Камушки, вот это все. Поэтому на сегодня, думаю, хватит. Миссия выполнена. Мы забрались на точку 2300. Это нормально. Это предголовье, это вторая голова Горыныча. Завтра мы пойдем на третью, еще выше. Пойдешь на третью гору? Урева! Серега там затягивает вообще сильно. Поехали. Вон идет циклон. Смотрите. Нам нужно успеть до него спуститься. Go! На высоте 2050 метров над уровнем моря случился очередной казус. Развязался, видимо, узел на ручке, и веревка ушла туда. И теперь вариант только эвакуация. Завести его мы не сможем здесь, а эвакуировать его — это пипец. Мы предприняли попытку эвакуации на Бирпишке. Вон с той горы. С горы-то мы спустились, а тут подъем уже все тяжко, он уже вот тяжело ему. То есть вариантов нам эвакуировать хотя бы до нашей технической базы, которую у подножия, вообще не факт, что мы доберемся. В общем, друзья, мы приняли решение оставить снегоход здесь и вдвоем на одном попробовать все-таки добраться до базового лагеря. А завтра с утра уже с ключами, с набором приехать сюда. И здесь уже на лоне природы, надеюсь, что погода будет солнечная, будем разбирать и реанимировать его. Испытано на себе. Всем привет! Привет! Сегодняшний день мы назвали «Веревка от Polaris 2». Сегодня мы будем производить ремонт в полевых условиях. Вчера мы его оставили здесь, переночевали, собрали инструмент. И сегодня на одном снегоходе приехали сюда, и сейчас будем его реанимировать. Надо кинуть ее, она мешает, одна осталась. Сейчас нужно расслабить пружинки и открутить выхлопную трубу. Как выхлопной коллектор. Все. Сейчас мы освобождаем доступ к этой магнете, куда у нас оборвалась вчера веревка и замотала ее туда. Это сейчас видно. Тут головка на 15. Ручку поставили. Теперь собираем. Какая там высота? Представляю, оттуда вид-то, конечно, шикарный. Смотри, как облачка лежат. Они не лежат, они плывут. Они мягко расстилаются по этим горам, горочкам. Че, штурманешь ее сейчас? Конечно. Ребята, всем привет! Мы сделали это! Мы нашли выход на этот гребаный перевал! Ха-ха! Теперь начинается тут из голяшки! Мы на вершине! Где-то ориентировочно 2600. Еще вон есть небольшие надувчики, но мы их оставляем. Оттуда попробуем попрыгать. В общем, мы нашли плацдарм! Ах, какой кайф! Какая красота! Смотрите кругом!
Еще немаловажный фактор, друзья, что мы здесь первые. Никто никогда здесь не катался на снегоходе. Да, здесь и пешком только геологи раз прошли, и все. И за ближайшие 50 лет только 2 охотника сюда добирались. Вот, а теперь мы пришли пропагандировать экотуризм и показать всему миру, что значит Южная Якутия, насколько у нас красиво. Вообще Якутия очень богатая республика, богатая не просто на недры ископаемые, богата своей историей и богата, конечно, прежде всего красотой природы. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Playing out the song here, then you can leave with your delicate wings I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. I know how it looks, but all that glitters ain't gold. You gave me magical, I gave you wonderful. Cut that invisible cord, or I'll starve you. What's understandable? Let's make immeasurable moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Cut that invisible cord, or I'll starve you. What's understandable? Let's make immeasurable moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Let's make this biblical and have from our invisible course. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. It could have been a wonderful year. Instead, we might not make it to the end. Everybody cares, but nobody knows. You gave me magical, I gave you wonderful. Cut that invisible cord, or I'll starve you. What's understandable? Let's make it measurable. Moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Cut that invisible cord, or I'll starve you. What's understandable? Let's make immeasurable. Moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Let's make this biblical and have from our invisible course. You gave me magical, I gave you wonderful. Let's make this biblical and have from our invisible course. Baby, how can you walk away? 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 Испытано на себе.